Пожалуйста, мы хотим услышать ваш комментарий по поводу выступления Егора Афанасьевича Бориса в своем очередном послании, 7-м по счету, депутатам Ильтумена общественности республики. Послание, которое сегодня глава Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов озвучил депутатам общественности Республики Саха-Якутия, оно существенно отличается от того послания, которое было озвучено в прошлом году. Сегодня в послании Егора Афанасьевича прозвучала некая такая аналитика, которая показала, как сегодня развивается республика, какие сегодня успехи и достижения в республике, тем более затронуты все сферы, и сфера экономики, и социальная сфера. То, что Егор Афанасьевич сегодня сделал определенный акцент и упор в дальнейшей социально-экономической политике Республики Саха-Якутия на местное производство, это очень важное направление. Мы сегодня ощущаем сами, что вопросами алмазогранильной промышленности, лесопромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, этими вопросами нужно заниматься. И понимая ту установку, которую сегодня Егор Афанасьевич дает правительству, я думаю, что эти направления будут укрепляться, и этими направлениями будут заниматься более настойчиво. И внимание будет уделяться особо этим направлениям. Кроме того, Егор Афанасьевич еще раз обратил внимание на малый и средний бизнес, сделан акцент. И, конечно, что сегодня важно, в послании озвучены не только тактические такие действия, но и обозначены стратегические цели, какие должна достичь сегодня Республика Саха-Якутия. Что немаловажно, сегодня очень много было сказано о молодежи, о пожилых людях, о многодетных семьях. И, конечно, затронуты были вопросы занятости населения, что сегодня такое самое важное для наших людей, быть уверенным в завтрашнем дне, иметь работу для того, чтобы наши дети сегодня также были уверены в том, что республика, правительство республики, молодежь наша обращает внимание и будут заниматься этими вопросами. Я считаю, что послание Егора Афанасьевича сегодня, оно на самом деле определило и стратегические направления, и в то же время определило некую тактику, самую ближнюю тактику, которой нужно заниматься. Да, тема звучала проектного управления, но, наверное, наличие уже имеющихся институтов Республики Саха-Якутия требует объединения и координации всех этих институтов для того, чтобы очень четко видеть ответственность всех участников процесса и плюс, конечно же, объединять и устранить этот межведомственный, межотраслевой противовес, который существует и, возможно, мешает в более скором принятии решений и реализации достижения результатов. Поэтому считаю, что послание Егора Афанасьевича, на самом деле, я сегодня с большим удовольствием, с большой такой ответственностью и вниманием послушала его. Спасибо.